Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Чего не знаете, о чем даже и не догадываетесь, но что обязательно произойдет. Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя и спросите, о чем не знаю, о чем не догадываюсь, но что обязательно произойдет. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем можете узнать. Так. Много тут секретов выходит. Много о чем не знаете и не догадываетесь. Жизнь будет интересной. Вот кто зашел на эту отсыпочку, жизнь у вас интересная, необычная. Здесь как две половинки. Одна половинка у вас беспокойно идет, а вот вторая вот как подарок прям идет. Вторая, да, хорошая половинка. А вы, кстати, на пороге этих событий. Вот кто зашел, вы на пороге действительно конкретных перемен в вашей жизни. Давайте по порядку. Хочу сразу сказать для тех, кто страдает от каких-то соперников, соперниц, да, когда мешают вашим отношениям, вашей любви. Может быть, вы уже пострадали, может быть, столкнулись с этой ситуацией. Смотрите, соперник ваш будет повергнут. Неважно, с какой стороны этот соперник и в чем идет это соперничество, да, в чем идет эта вражда, но человек от своего собственного яда, которым он просто уже там, не знаю, все забрызгал вокруг, сам же и отравится. Человек, ваш соперник, совершит какую-то фатальную ошибку. Ошибка, которая будет стоить, не только этой победы, да, а стоить будет его даже будущего, либо ее будущего. То есть ваш соперник будет сам собой повергнут, понимаете? Вам даже и делать ничего не надо. Так распорядилась судьба. Судьба, да, Вселенная видит, кто хороший, кто плохой. И да, часто люди думают, что все несправедливо. Видят они там дурных людей, которые там направо и налево грехи творят и думают, значит, можно. Нет, нельзя. Нет, нельзя. А обязательно такие люди будут наказаны, столкнутся со своим же злом. Рано или поздно справедливость их настигнет. Я понимаю, что вы делали запросы. Вы не просили беды для вашего соперника, но вы просили справедливости. А вот высшая справедливость, она может человека настигнуть и при жизни. Так что, мои хорошие, ваши вопросы, ваши запросы были услышаны. И буквально в ближайшем времени, ближайшее время оно, понимаете, какое, у кого-то там несколько недель, у кого-то несколько месяцев, вы увидите на ваших же глазах ваш соперник, ваш враг, он будет повержен, да, причем сам собой. То есть одна фатальная ошибка приведет к полному разрушению в жизни у вашего соперника либо у вашего врага. Это сейчас кажется невозможным, но это обязательно случится. Обязательно. Процесс уже запущен. Вот этому быть. Дальше, мои хорошие, здесь у меня идет восстановление. Либо восстановление, либо примирение, либо создание нового союза. Кто у меня был в ссоре, кто у меня там расходился, разбегался. Тут, возможно, кстати, по вине мужчины. Видите, да? То есть женщина с одной стороны, мужчина с другой стороны, между ними общая дорога, между ними чаша любви. Но женщина так к этой чаше подключена. То есть она любит, она ждет. А мужчина отстранился от чаши любви. То есть, возможно, повел себя плохо. Возможно, даже где-то там искал счастья, да, в других кроватях. Может быть, все бывает, да.
Пусть это останется на его совести. Вы друг друга все равно любите, и друг от друга никуда не денетесь. Если вы ждете, если вы хотите, а я вижу, что хотите, что любите до сих пор, даже если скажете, что да нет, там, не люблю, не хочу, не буду, но любовь она есть, потому что женщина подключена к этой чаше. Мужчина вернется, причем, знаете, как-то вернется так он по какому-то поводу, будет повод. Это может быть мероприятие, это может быть какая-то ситуация, если у вас особенно общие дети. Вот он воспользуется каким-то поводом, чтобы вернуться. Я не буду говорить, что он там придет, будет перед вами там на коленях ползать. Нет, не будет. Но то, что он будет предлагать, возобновиться, общаться и прочее, это я вижу. Если хотите, пожалуйста. Если думаете, что как-то несправедливо, его уже жизнь наказала. Он потом вам обязательно расскажет, что с ним произошло, что случилось и где и как он был наказан. Вы все поймете. Так, для тех, кто будет формировать новый союз. Здесь возможна ситуация того, что мужчина попытается вас из привычного вам места вашей локации, да, куда-то забрать, перевести. Понятно, да, обычно, как у нас принято, женщина переезжает на территорию мужчины. Здесь может быть ситуация немножко даже в другом. Мужчине могут предложить работу в другом городе, в другом месте. И вот у женщины будет выбор: идти за этим мужчиной, либо оставаться, да. То есть женщине ради любви придется менять свою жизнь. То есть отказаться от привычного, от своего дома, от своего окружения, от своей, опять же таки, работы, от своего развития, чтобы быть с любимым человеком. Утратите ли вы свою возможность? Нет, не утратите. Да, на новом месте вы выстроите такую же жизнь, а может быть и гораздо лучше, чем была у вас на прежнем. Поэтому следует все эти варианты рассматривать. Главное ведь не где ты живешь, а главное, с кем ты живешь. Вам важно формировать семью, вам важно формировать отношения. Тем более по этой чаше я вижу, что вы друг друга и любить будете, и уважать, и ценить, и друг другу вы люди по судьбе. Понимаете, тут высшее веление, так скажем, да? Сопротивляться ему не стоит. А у кого-то, кстати, отыграется как брак с иностранцем. Причем, знаете, при каких-то очень необычных обстоятельствах. Я не могу сказать, что вы именно конкретно ищете отношения с иностранцем. Но так распорядится судьба, что вот люди разных национальностей, разных культур сойдутся в брачный союз. Этот союз должен быть. То есть ваши генотипы должны соединиться, его род, ваш род должны объединиться. Так должно быть. И так оно и будет. Так, союз крепкий, союз хороший, основан на любви. Дальше, мои хорошие. Здесь ситуация связана с работой и с бизнесом. Отыграется, смотрите, у людей, которые именно сейчас, либо на протяжении нескольких последних лет находятся в очень стесненном финансовом положении. То есть денег нет, работы нет, возможностей нет, кредиты есть, долги есть, и все вытекающие события. Вот смотрите, из-за нужды или из-за каких-то крайних обстоятельств вам придется проявить всю свою смекалку, всю свою креативность и всю свою решительность и придумать себе свой собственный, ни на что не похожий, неповторимый бизнес. Возможно, вы сейчас усмехнулись и думаете: господи, какой бизнес, боже мой, у меня там пенсия на горизонте, какой бизнес, я там живу где-то в глухой деревне, какой бизнес? А вот поверьте, вы человечек необычный, и у вас в головушке такие иногда мысли рождаются, что любому там мыслителю, философу можно только позавидовать. Да, вот они, если услышали бы ваши мысли, либо могли ознакомиться, там сидели бы, рыдали. Вот поверьте, вы, как в броневичке таком сидите, да, вас высшие силы пытаются просто оттуда выкурить, из этого броневичка, потому что человек хороший, способный, умелый, талантливый, понимаете,
по разным причинам. Да? Кто-то сам себя закрыл, законсервировал, кого-то, может быть, обстоятельства таким сделали. Есть страх, есть опасения, что даже установка такая, да, что я ничего не могу, я обычный маленький человек, Господи, что я там могу? А на самом деле можете, можете. И вы это сделаете. Вот когда прям совсем-совсем прижмет, а вы уже вошли в эту стадию совсем, вот тогда вы проявитесь. Причем проявитесь очень ярко. Прям такая огромная яркая звезда вашего таланта загорится на небосводе. То есть здесь речь идет о больших деньгах, о большом бизнесе и о серьезном и масштабном развитии человека. И не важно, сколько вам лет. Вообще совершенно не важно. В любом возрасте это и доступно, и возможно, и должно быть. Должно быть. Ваша главная беда и ваша главная проблема — это нежелание верить в себя и действовать активно. Понимаете, вот это ваша главная проблема. Высшие силы, вот, может быть, не совсем таким гуманным путем пытаются освободить ваши способности, ваши таланты. А по-другому вы, наверное, и не поймете, либо не среагируете. То есть я не хочу никого обидеть, просто вижу, что человек умеет приспосабливаться. А это самое худшее — приспосабливаться. Надо жить. Жить полноценной жизнью, а не приспосабливаться. Так, дальше идем. Здесь у вас акула. Акула. Но это нехороший человек, это хищный человек, человек, который может из-под тишка что-то плохое сделать, да, как-то вот прям подкрасться. Человек вокруг вас постоянно круги наматывает. Да, вот по жизни вы с этим человеком периодически сталкиваетесь. Человек этот может быть у вас на работе, может быть по соседству, может быть просто, да, вот пойдете вы по какому-то делу, да, с этим человеком встретитесь. Я вижу, что у этого человека вы будете ощущать, вот благодаря встрече именно с этим опасным человеком вы раскроете свою интуицию. То есть у вас либо какие-то, знаете, как голова может заболеть, у вас может появиться чувство тошноты, там, рези в желудке, вот такого, знаете, вот отвращения, да, вот к человеку. Вот вы поймете, да, что у меня реакция на плохих людей. Постарайтесь запомнить, как это все было, и постарайтесь себя, опять же таки, не блокировать и не запугивать. Это нормально, пользоваться своей интуицией — это нормально. И если бы первые люди не пользовались и не опирались бы на свою интуицию, человечества бы просто не было. Я об этом уже говорила. И это так и есть, поэтому развивайте свою интуицию. Она у вас сильна. Сильна, причем сильнее, чем у многих. Постарайтесь тренировать ее, постарайтесь заниматься своей интуицией, постарайтесь опираться на свою интуицию. И вы поймете, что это лучше, чем любое гадание, любой гороскоп, ну и да, там чьи-то там советы и прочее. Так, идем дальше. Здесь у вас лошадка вышла, причем такая лошадка на дыбы встала. Лошадка — это говорит о том, что вас ждут перемены. Перемены, вот, связанные с вашей работой. Лошадка у нас все-таки не в горизонте, а движется в вертикаль, и это рост. Рост, развитие, возможно, придется больше работать, возможно, придется совмещать и работу, и учебу, может быть, придется совмещать даже 2 каких-то работы, но для вас это нормально. Вы сможете благодаря этой ситуации, этим спартанским условиям развиться, сделать карьеру и занять свое почетное место. Лошадка прямо у нас по дереву идет. Это сильный знак. Знак того, что вы будете расти. Расти и над собой, и в своей работе, в своей деятельности вы будете обязательно расти. Дальше, мои хорошие, здесь у меня идут подарки. Вот человечек не молодой. Не молодой по возрасту, ну как постарше, чем вы. У кого-то прям гораздо постарше, у кого-то просто постарше. Человек будет делать вам какой-то очень большой подарок. Подарок, сразу говорю, очень дорогой. Это могут быть деньги, сбережения, деньги. Это могут быть какие-то, может быть, имущество, да, может быть, даже человек вам что-то там отпишет очень важное, глобальное, там земля, дом, какие-то документы, да, дорогие, может быть, даже какие-то вещи антиквариата, либо драгоценности. То есть идет подарок, но этот подарок нужно будет заслужить.
Кто-то уже с этим человеком знаком, кто-то с этим человеком познакомится. Очень важно будет проявить все свои человеческие качества, не стесняться и проявляться. Я знаю очень много хороших людей, которые просто стесняются в силу своего воспитания, либо общества, в котором они родились, да, и выросли, стесняются проявлять все свои хорошие качества. Вам важно будет именно их проявить, потому что за эти хорошие качества вы и получите этот подарок. Большой подарок, дорогой подарок. Да, не у всех отыграется, но возможность очень многим предоставится. Будьте внимательны к пожилым людям не только за подарки, но и просто по-человечески. Поверьте, вам награда будет за это обязательно. А пусть не от людей, но от высших сил 100%. Ну а кому-то вот прямо от человека достанется очень серьезный подарок, очень хорошее, например, наследство. Дальше, мои хорошие, у меня идет неравный брак. Здесь неравенство будет либо в возрасте, либо в социальном положении, либо даже, возможно, ну, допустим, да, молодая совершенно девушка выходит за мужчину, который там несколько раз был женат. Либо наоборот, девушка, которая опытная в этом деле, да, несколько раз была замужем, выходит замуж за молодого парня. Этот брак, он уже предписан. Вы, возможно, столкнетесь с неодобрением. Ну, понимаете, что люди могут делать. Там завидовать могут, гадости всякие говорить могут. Но это в природе человеческой. Тем более, если посмотреть, да, везде у нас практически на каждом и в каждом сидит по несколько рогатых существ, которые все это накручивают. Значит, мои хорошие, ни на кого внимания не обращаем. В данном случае ваше счастье будет в ваших руках. Вы нужны друг другу. Вот и физически, и морально. Стесняться, бояться, переживать за то, что кто-то где-то там подумал, сказал. Да, язык у людей, он без костей. Можно им молоть что угодно, когда угодно и сколько угодно. Вам главное сосредоточиться на себе, на своих чувствах, на своих ощущениях и на своем будущем. Не обращайте внимания, если есть любовь, если есть вот прям желание с этим человеком разделить свою жизнь, пожалуйста, разделяйте, соединяйтесь, любите друг друга, живите вместе, создавайте семью. И пусть вас не смущает там разница между вами, какой бы она ни была, это все со временем просто сотрется и будет абсолютно неважно. Дальше, мои хорошие, здесь у меня с детьми идет какое-то то ли восстановление, то ли примирение, гордость за детей идет. Но я вам примером, да, скажу, вот как обычно. Возможно, какая-то мамочка смотрит меня и переживает за своих детей, что вот дети там непутевые, да, ребенок, дети как-то вот от рук отбились, кто-то, может быть, в наклонности какие-то нехорошие, да, там окунается с головой, ну, а кто-то живет там однодневкой, да, о будущем совершенно не думает. Придет время, ваши дети вас удивят. Удивят очень приятно. Какими прекрасными людьми они станут, вырастут, насколько вот за ум возьмутся. Здесь и работать будут, и вам будут помогать, и семьи прекрасные создадут. Не стоит сейчас сидеть и слезы лить, тем более тратить силы и нервы на бесконечные там ругани и попытки доказать что-то. Это абсолютно никчемное занятие. Потратьте лучше свое время на то, чтобы за вашего ребенка помолиться, попросить Боженьку. Вы молитвой несколько благих дел делаете. Во-первых, вы себя успокаиваете, а во-вторых, вы действительно, вот что может быть лучше, чем материнская молитва? Да помолитесь вы за своего ребенка, чтобы Боженька дал здоровье этому ребенку, чтобы ума дал, да? Чтобы отвел от беды. Вот это будет польза. Не тратьте свои нервы, не тратьте свое здоровье. Вы все равно не пробьете эту стену. Это, представьте, что ваш ребенок — это птенец, который сидит в яйце. Он еще не вылупился. Просто не пришло время вашему ребенку показать, кто он по сути, кто он есть на самом деле. Все еще впереди. Если какие-то пристрастия есть, там алкоголь и прочие нехорошие вещи,
Вот поверьте, придет время, он сам, либо она сама от всей этой гадости откажется. Вот так оно и будет. Кто-то через больничку пойдет, а кто-то сам по себе наберется вот именно мужества, все свои силы кинет на то, чтобы прекратить эту никчемную такую вот безобразную жизнь, да, и вернуться к нашей действительности. То есть это все еще будет. Дальше, мои хорошие. Здесь есть человек, который считается, ну, кто-то зашел ко мне на отсыпку, потерянный человек, считается либо погибшим, либо пропавшим, никаких новостей, никакой информации, а если какая-то есть, то она какая-то спорная. То есть вам либо сказали, либо где-то кто-то вам сказал, что человек пропал, погиб, и вот ну, как будто бы нету. Но вы лично, вы глазами не видели. И каких-то официальных, может быть, там документов не было. Ну вот стопроцентной уверенности нет. Вот здесь произойдет чудо. Человек вернется. Человек вернется живой, здоровый, вернется в вашу жизнь. Это произойдет чуть попозже, может быть, в течение там, ну, года-полтора. Но то, что с этим человеком все хорошо, так оно и будет. Не накручивайте себя и выходите из этого состояния, в котором вы сейчас находитесь. Это состояние, оно губительно и разрушает ваше здоровье. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня либо строительство, либо приобретение. Но все равно мне вот как-то информация идет, что вы тоже будете что-то делать. Либо дом, либо квартира. Ваше собственное, ваше личное. Либо купите, будете там что-то менять, достраивать, перестраивать. Либо вот прям с нуля на чистой земле построите собственный там дом. Замечательное время. Вижу, что будете прям и душу, и тело туда вкладывать. С большой любовью вы создадите не просто дом, а чуть ли не храм вашей души. Это будет место вашей силы и место, которое будет объединять всех ваших близких. Очень сильное место будет. Очень вот дом, квартира. С такой любовью, с такой вот прям отдачей. Там все будет, ну, прям на своем месте. Все будет тютелька в тютельку. Место, в которое будут тянуться люди. Берегите свой дом от чужаков. Наряду с хорошими людьми могут и подтягиваться не очень хорошие. Старайтесь, чтобы поменьше посторонних бывало в вашем доме. Открывайте свое сердце и свой дом только лишь для друзей, для семьи, для тех, кого вы любите. Если понимаете, что человек так сяк, лучше нет. На пороге подержите, в дом не пускайте. Так, по поводу дома еще хочу сказать. Кому-то очень важно, очень невероятно важно вот именно сейчас навести какую-то генеральную уборку. Особенно тем, у кого в последнее время происходят какие-то нехорошие события, обстоятельства в плане того, что идут потери, здоровье не очень, и с каждым днем, да, вот там слабость у вас, то насморок, то как там диарея, то еще какая-нибудь проблема, да, вот как ком, вот лавина сходит, да, и все хуже и хуже становится. Быстро портятся продукты, перегорают бытовые приборы, а вам обязательно нужно навести генеральную уборку. И именно генеральную. Вот так, чтобы вы прям все перебрали, вот все, что есть в вашем доме, все, что есть в вашей квартире, все должно быть изучено, пересмотрено и почищено. Разведите себе, пожалуйста, водичку на литр воды, ложечку чайную соли. Соль может быть как обычная, поваренная, морская, для ванны любая, так и четверговая из храма. И вот прям везде вот пшикайте этой водичкой, очищайте свое пространство. Мне не очень нравится, как выглядит ваш дом. Там какие-то прям завихрения происходят. Но энергетика прям такая застоявшаяся и очень сильно негативная. Вот. А кто-то даже и в кавычках подарки найдет, да, от доброжелателей. Вот если вы будете находить какие-то странные, необычные предметы, ни в коем случае не трогайте руками. Все, что вам кажется странным, подозрительным, и, ну, когда по логике вещей не должно было быть в вашем доме, все это аккуратненько. Хотите, найдите себе какие-нибудь щипцы, хотите, перчатки потолще одевайте, да, все это должно быть вынесено и уничтожено. Можно там спалить
на костре, можно в проточную воду кинуть. Лучше, конечно, вот если вообще никакой возможности нет, выносите просто на перекресток. Выносите все на 4 дороги, оно само разойдется. Чистка нужна, и чистка очень сильная. Как только вы эту чистку сделаете, как только вы все переберете, вы, во-первых, у вас атмосфера в доме почистится, во-вторых, у вас жизнь вот красками заиграет, и со здоровьем проблемы закончатся, и финансы к вам подтянутся, и вообще в доме будете чувствовать себя превосходно. Жизнь будет меняться к лучшему. Там скандалы, споры, ссоры, все это из вашего дома уйдет. И вот кто вот будет этим заниматься, делайте это на постоянной основе. Хотя бы раз в 3 месяца свой дом чистите. Дальше, мои хорошие, здесь у меня идет признание. Вот любая женщина будет счастлива, когда мужчина признается ей в любви. А в данном случае вам признается человек, которого вы считаете очень хорошим, близким другом. Вплоть до того, что этот человек может быть мужем вашей родственницы, да, либо вашей близкой подруги. Вот прям со слезами будет человек вам признаваться в том, что вас любит, причем любит достаточно долго, страдает от этой неразделенной любви. Сами понимаете, да, со всеми этими делами. Как поступить? Для вас это, конечно, будет шок. Вот будет шок, да. Как поступить? Поступите как любящая мать. Я вижу, что вы сможете найти те слова. Вот вы справитесь с этой ситуацией. Я просто хочу предупредить. Я хочу предупредить, чтобы вы не чувствовали свою вину. Вы в этом не виноваты. Любовь — это такая штука сложная, да. Никогда не знаешь, когда она придет. И тоже знаете, да, любовь зла, полюбишь и козла. Утрированно говорю, я никого не хочу обидеть. Просто вот из-за чувства вины вы можете потерять общение с этим человеком и общение, например, с его супругой. Вот этого делать не надо. Вы ни в чем не виноваты. А что вы плохого сделали? Ничего плохого вы не сделали. Если у вас появится соблазн с этим человеком, значит, любовную эту историю закрутить, по возможности воздержитесь, потому что там никто счастлив в таких отношениях не будет. Это такой, знаете, Ромео, который может любить на расстоянии. То есть близкие отношения он просто не потянет. И, в принципе, это не герой вашего романа. Так вот песок и говорит. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня кому-то прям признаются, покаются, вернее, да, в каком-то поступке. Покается вам женщина. Поступок совершила она давно. Этот поступок очень сильно повлиял на вашу жизнь. Этот грех она очень долго в себе носила. И вот со временем совесть настолько сильно ее замучила, мучая, да, вот прям заставляет ее страдать, что она вам признается, что где-то она вам дорогу перешла, либо что-то от вас скрыла, не сказала, либо специально что-то сделала. Наберите сил, призовите все добрые, все по возможности, да, добрые порывы своего сердца и простите эту женщину, простите, ей очень тяжело, она с этим живет уже очень-очень давно. Так что здесь вас прям песок призывает простить. От этого прощения вы получите благо в свою жизнь, да, высшие силы вас поблагодарят за то, что вы проявите милосердие, за то, что вы облегчите этому человеку, этой женщине душу. Каким будет это благо? Для каждого будет разным, но это будет какой-то дар. Причем дар такой конкретный. Вот, может быть, мечта ваша исполнится, может быть, вы получите о чем давно мечтали. В любом случае будет очень приятно. Дальше, мои хорошие, здесь у вас развилка идет, Придется выбирать между двумя людьми, либо между двумя ситуациями. Выбор будет сложный. Но я хочу, чтобы вы знали, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни выбрали, и там приблизительно все будет равнозначно. Самое худшее, что вы можете сделать, это упустить момент и не совершить этот выбор. Я думаю, что я правильно объяснила, да, вы меня поняли. Ждать нельзя. Нужно будет выбирать либо правое, либо левое, либо черное, либо белое. Нужно будет выбрать. Выберите белое, будет хорошо. Выберите черное, будет и еще лучше. Условно говорю, да.
Выберите левую сторону, все прекрасно сложится. Правая, там еще какой-то дополнительный бонус пойдет. Вы не ошибетесь. Ошибетесь ли вы лишь только тогда, когда выбор откажетесь делать. Вот кто-то прям ждет перемен, кто-то надеется, просит, причем долгие годы, да, человек просит: я хочу перемен, я хочу поменять свою жизнь, я хочу, чтобы что-то, какие-то процессы глобальные стали происходить в моей жизни, да, вам дают шанс и говорят: хочешь туда, хочешь сюда, там, направо пойдешь, жену найдешь, налево пойдешь, там, коня обретешь. Идите вот куда угодно, вот куда вам захочется именно в этот момент, да, по настроению ориентируйтесь, либо по своим приоритетам. Главное, идите. Не стойте на месте и не упустите этот свой шанс. У вас новая жизнь именно с развилки начинается, с правильного выбора. Даже не так, не с правильного выбора, а просто с выбора, с вот этого шага в одну или в другую сторону. А так вы можете топтаться до бесконечности на одном месте. Не упустите возможность. У вас, кстати, возможность это идет, но где-то вот в течение следующих 30 дней. Делайте выбор, меняйте свою жизнь к лучшему. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.